Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какое предложение и от кого вы совсем скоро получите? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте посмотрим, что и кто вам будет скоро предлагать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Это прям ключ. Ключ, смотрите, какой огромный у вас вышел. Ключевое предложение. Либо ключ от сердца, либо ключ от дома. Очень классный знак. Так, ну давайте по порядку пойдем. Очень жадный человек вам будет предлагать работу. Может быть, в прямом смысле слова, да, пригласит вас поработать. Может быть, какой-то заказ вам будет давать, если вы, например, работаете с клиентами, либо заказы выполняете. Ну, очень жадный. Но прям будет торговаться за каждую копейку. Слушайте, потрепет вам нервы, но заказ таки свой оформит. Заказом будет очень и очень доволен. Знаете, вот этот жадный человек, он в вашу жизнь, либо в ваш бизнес, либо в вашу деятельность приведет очень-очень много клиентов. Видите, скряга пришел. Торгуйтесь, не бойтесь этого. Заказ этот обязательно берите и знайте, этот человек приведет к вам, ну, по его следу очень много-много людей придет. Либо сам по себе человек фартовый, либо человек, который действительно ценит качество и профессионализм. На деньги скупой и жадный, но на похвалы такую рекламу вам сделает, так вас везде разрекламируют. Боже, у вас отбоя не будет от заказчиков, от клиентов, либо от предложений вот, поработать, заработать. Так что имейте это в виду. Хорошее предложение, но нервы немножко вам попортит. Ну а вы торгуйтесь, себя не обесценивайте и не психуйте, и не отказывайте этому человеку. Человек фартовый, много клиентов к вам приведет. Так, еще вам кто-то будет предлагать свою помощь. Не могу сказать, кем приходится вам этот человек, но для вас это будет крайне неожиданно. Может быть, вы не привыкли у кого-то помощи просить. Может быть, вообще все привыкли делать самостоятельно. И здесь человек приходит и говорит: давай я тебе помогу, давай я для тебя что-то сделаю. Вот я знаю, я умею, я хочу. Либо я вижу, как тебе тяжело. Пожалуйста, давай я с тобой разделю эту тяжелую ношу. Прям до слез вас тронет этот человек с его этой честностью, с этим желанием помочь. Ну, давно такого не было, да? Вообще кажется, что не привыкли вы, что вам помогают. Вот привыкли все на себе, так загрузиться по полной и тащить, вот покуда силы есть, покуда ноги несут. А тут, смотрите, такой добрый человек, ну прям душечка, глаза такие чистые-чистые, открытые-открытые. И слова такие хорошие, прям в сердце вам влетают. Вот прям, да, прослезится кто-то из моих дорогих зрителей. Ну, такой доброты вы уже давно не видели. Так, с левой стороны. С левой стороны, наоборот, у нас идет ситуация абьюза. Здесь человек похож на такого, знаете, паразита, который любит за чужой счет, чужими руками, там, себе присвоить, нажиться на ком-то. Человек, который умеет играть на чувствах, либо умеет мастерски мошенничать и обманывать. Вот такой человечек. Прям попытается вас вот как-то напрячь, нагнуть и воспользоваться вами. Будет вам предлагать, может быть, какую-то несущественную будущую там выгоду, либо там говорит: да вот ты меня сегодня, значит, выручи, а я тебе в будущем отплачу, либо еще что-нибудь сделаю. Не верьте, не верьте. Человек мошенник, обманщик и знатный паразит. Знатный паразит. Мало того, что вами хочет воспользоваться, так еще этот человек может вас в чем-то обвинить. Знаете, как вину вам кинуть, что типа: ну я ж не простила, это ж ты делала, это ж ты захотела.
очень неблагодарная личность. И знаете, прям противно от таких людей. Обходите таких людей 10-й дорогой и не позволяйте играть на ваших чувствах, будь то любовные чувства, будь то сердечные, будь то родственные, ну либо дружеские. Потому что этот человек знает, на какие кнопочки давить и как человека разжалобить. Смотрите, согласитесь на эту аферу, да, потом еще и виноватым останетесь, еще и против вас это все обернется. А этот человек всегда будет при своей выгоде, всегда будет соблюдать свои интересы. Знаете, такой человек может и подвести, и подставить, и на вас все свалить. Вот прям все свалить, все на ваши плечи. Ой, нехороший человек, прям фу, противный. Так что ни в коем случае ни за кого ничто не делайте. И как бы вас там ни просили, не умоляли, нет и все. Не буду я ни для кого ничего делать, либо за кого-то что-то делать, выручать, там, не знаю, одалживать. Не-не-не, ни в коем случае. Так, еще неожиданно вас куда-то позовут. Предложение вот куда-то сходить, либо к кому-то в гости, либо в какое-то место. Может быть, как кафешка, ресторанчик, может быть, театр. Да? Вот куда-то вас будут звать. Причем будет звать вас человек, с кем не так плотно вы общаетесь, либо не так близко вы общаетесь. Здесь вот чувствуется желание вас с кем-то познакомить, свести, познакомить. Ну, такой, знаете, как не называется, сваха, да? Сваха. Прям тащить вас будут за руку, за ногу, прям пошли и все. А вы прям почувствуете, да, что что-то здесь не так. Ну, с левой стороны идет. Мои хорошие, если вы пойдете, пойдете, познакомитесь. А если не пойдете, ничего не потеряете. Решать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам, но я вам предсказание озвучила. Да? Прям как силой вас будут тащить, силой. Вот пошли и все. А причину говорить не будут. Уже там на месте поймете, да, что хотели познакомить, сосватать. Так, еще. Ключ я уже вам говорила, да, ключевые предложения поступят, либо предложения, которые повлияют на всю вашу жизнь. А также у кого-то отыграется как новый дом, новое место жительства. Ключ от дома. Будь то покупка, будь то аренда, будь то даже продажа. Если вы, например, хотите что-то купить, то очень хорошие дни идут. И вы точно в те дни, которые загадали, в тот срок, который вы загадали, вы точно купите. И если вы хотели продать, то же самое. В те дни, которые вы загадали, в тот период, вы точно продадите. Будут хорошие такие эти предложения по не продаже, покупке, да, которые вы не сможете просто игнорировать и отклонить. Прям понравится, выгодно для вас. Если вы искали новое жилье, то ключик будет у вас в кармане. А если вы наметили на переезд, очень благополучный переезд и как счастливое место жительства вам идет. Так, еще кто что вам будет предлагать, кто что вам будет говорить. Так, есть предложение, мужчина озвучивает женщине. Предложение, как знаете, то ли он перед вами виноват, то ли он каких-то дров наломал. И вот он с потупленным взглядом вам будет предлагать то ли простить его, либо дать ему еще один шанс. Либо, знаешь, как испытай меня, да, я стал другой, вот проверь меня, дай мне этот шанс. Да, вот что-то он вам так неуверенно будет мямлить, предлагать. Потому что вы здесь в очень выгодной позиции, вы такая вот четкая, голову вверх поднимаете, такая гордая птичка сидите. А он прям такой худенький, согнулся в 3 погибели, пытается мостик навести и сердечко вам, значит, свое это подпихивает, да? На тебе мое сердце, я поменялся, я стал другим, я все понял. Теперь больше никогда я там не поступлю плохо, либо тебя не обижу. Но, девчонки, вы тут себе цену набиваете, вы молодец. Чем дольше вы будете его мурыжить, так скажем, да, тем более выгодные условия вы себе наторгуете, тем больше он будет ценить тот шанс, который вы ему дали. Знаете, мужчина такой легкий на отношение к жизни, на отношение к любви, к вам, да вообще в принципе ко всему. Как-то он привык плыть по течению, как-то он привык, что само все в руки идет. А ну-ка, такая шикарная женщина ему досталась, которая и терпела, и прощала, и ждала. Конечно, он к этому привык. А как без вас побыл,
Как понял, где раки зимуют, как припекло ему, да, так сразу к вам прибежал. Думает, что вот достаточно сказать «прости», и вы сразу простите. Да? Вот четко вас показали. Смотрите, птичка, красивая такая шикарная райская птичка, головушку так вверх подняла и на него не смотрит. Да, правильная позиция. Именно так себя ведите. Пусть заслужит, пусть заработает, пусть докажет. А потом вы уже подумаете, стоит ему давать шанс или нет. Ой, девчонки, держите его покрепче, да, вот прям, помучьте его. Это дозволительно. В вашем случае прям самое оно. Очень положительный эффект даст. Чем сложнее ему будет добиться вашего внимания, вашего прощения, тем больше будет и любить, и ценить, и уважать. Не продешевите. Вы прям действительно райская птичка. Так, идем дальше. Здесь какой-то, как человек, который сидит в кабинете за стеклом, может быть, даже за каким-то. Человек, который что-то отдает, выдает, либо наоборот принимает. Человек как сотрудник, как служащий, как ответственное лицо. Может быть, в банке, может быть, в каком-то госоргане. Здесь от этого человека вы услышите много интересных предложений, о которых вы ранее никогда не знали и даже не догадывались. Как какой-то прям важной информацией с вами поделится. Вам на выбор будет предоставлено несколько каких-то вариантов. Вам очень повезет, вам очень толковый сотрудник попадется. Такой, знаете, ответственный. Человек, который не просто штаны просиживает на рабочем месте, а который действительно работает, который разбирается в том деле, которым занимается. Прям так и скажете: ой, какой молодец, да? Как не повезло, что я именно к этому окошку подошла, либо в этот кабинетик зашла. Прям произведет на вас впечатление. Это грамотно вам все расскажет и все вам объяснит. И прям, да, вы порадуетесь и будете выбирать. То есть я не вижу конкретно что, но вы будете выбирать. Из лучшего да в лучшее, как говорится. Ну, повезет, фу, да слава богу. Так, здесь какая-то дорога, как на природу, за город, может быть, на дачу, может быть, даже в какой-то соседний населенный пункт. Здесь как друзья ваши, скорее всего, либо родственники, да, что-то предлагают. Вот поехали и все. Может, на шашлыки, может быть, на какое-нибудь празднование. Прям тащат, предлагают, тащат. Откажитесь. Откажитесь, погода будет очень плохая. Чтобы не попасть в неприятности, чтобы где-нибудь там не застрять в снегах. Не лучше не надо, не рискуйте. Либо лучше уговорите их остаться вот там, где они есть. Поверьте, что-то с погодой будет не то, и от этого предложения лучше от греха подальше отказаться, чтобы не было каких-то неприятных эксцессов и не было неприятных впечатлений, воспоминаний, не дай бог каких-то еще и обморожений. Потому что вижу, что погода будет очень-очень плохой, либо резко-резко испортится. Не надо, никуда не ездите. Можно и дома посидеть, да, и также прекрасно там отметить, либо попраздновать. Ездить не надо, оно того не стоит. В загаданный срок воздержитесь от поездок на природу, за город, либо в соседние какие-то населенные пункты. Особенно если дорога предусматривает вот целый день, да, целый день. Типа утром выезжаем, ночью приезжаем. Не надо, вообще не надо, воздерживайтесь. Так, еще предложение. Кому-то на работе будут предлагать повышение, но на каких-то странных условиях. Ну, допустим, вам говорят, что вы растете по должности, у вас больше полномочий, а вот зарплата у вас не сильно растет, да, либо вообще не растет. Ну, объясняют тем, что сейчас кризис, там денег нет, еще чего-то нет. Ну, типа, ты потерпи, мы там через пару месяцев тебе накинем. Не соглашайтесь. Не соглашайтесь. Пусть вас не манят эти должности, эти полномочия. Поверьте, будете вкалывать в 3 раза больше, а получать как обычно. Зачем вам это надо? Зачем? Что это за повышение такое? Нет, так вам не идет, так оно не подходит. Вы себя замучаете на этой работе и света белого видеть не будете. Так вы не играете, так и скажите. Повышение тогда полноценное. И должность, и оклад. Да? По-другому я не буду. Тем более я вижу, что вы ценный сотрудник. Очень ценный сотрудник. Вы добрый сотрудник. Видно, вам за вашу доброту такое предлагают. Типа терпила, да?
Но нет, не соглашайтесь. Так, и вверху в венце идет предложение какой-то помощи. Помощь вам в решении каких-то ваших, может быть, вопросов, дел, ситуаций. Вам предлагают через какие-то связи, через какие-то каналы. Может быть, с каким-то правильным человечком познакомитесь. Может быть, порекомендуют какого-то вам человечка. Эта помощь, она не бесплатная, сразу говорю. Не за добрые глаза, а за наличку, да, за деньги. Но оно того стоит. Здесь тот, кто предлагает, действительно знает свое дело, либо располагает возможностями решить ваши вопросы. И я сразу скажу, что это будет недешево, но это будет очень эффективно и очень быстро. Да? То есть человек берется за дело и быстро его заканчивает. То же самое. Например, вам нужна юридическая помощь. Вам советуют хорошего юриста. Вы идете навстречу, человек говорит: да, я возьмусь за ваше дело. Мои услуги стоят столько-то, столько-то. То есть хорошее предложение. Вот соответствие цены и качества вот прям идеально идет. Идеально. Вам, может быть, покажется, что дороговато, но поверьте, человечек знает свою работу и все сделает идеально. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.